Все хорошо. Окей. Еще раз хотели бы с вами познакомиться. В 2024 году на конференции ВОЗ мы с вами встречались, мы слушали вашу пич-сессию, нам очень понравилось, и вы тогда демонстрировали нам вашу вот эту книгу, если помните. Да, 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 мы да. очень пожалели, что мы взяли только одну книгу. Надо было все-таки нам троим. Но распечатали мы его, несколько вариантов. Приехав домой, мы его глубоко изучили. Все 5 сессий нам очень понравились. И мы у себя в школе, у нас есть дети с особенным образовательным потребностями. Мы Мгм, в течение года мы наблюдали за ними, и во время перемены мы наблюдали по отношению к ним буллинга. То есть мгм, некоторые классы не воспринимали их и решили с 4 классом, э, тот класс, который учится с ними в одной рекреации, мы решили провести с ними вот эти 5 сессий. И во ага, время проведения сессии у нас возникли некоторые вопросы, на которые мы решили вам написать письмо а, да. и, Хорошо. и конкретно у вас проконсультироваться. В дальнейшем будущем мы планируем у себя пока в школе, мы наблюдаем результат. Результат очень положительный. То есть по отношению к этим детям с особенным образовательной программой более рассеялся. То есть у учеников наблюдается, ну, да. Такого хорошего психологического состояния. Вот. То есть у нас в школе есть некоторые классы, где достаточно повышенный уровень агрессии по отношению к детям Мгм, с мгм, особенными образовательными потребностями. И вот поэтому мы выбрали 4 класс, где наблюдается агрессия, то есть мы наблюдали, как они разговаривают друг с другом, как они ведут себя, то есть наблюдали, как они показывают постоянно грубость, злость по отношению друг к другу и по отношению к детям из других классов. Вот, поэтому мы начали проводить вот ваши методы, ваши сессии проводить в этих классах. То есть в этом классе, 4 В классе. И у нас вот во время проведения вашей сессии возникли вот такие вопросы. Вот первый вопрос из первой сессии. Из первой сессии при выполнении ассоциативного задания учащиеся обращались за помощью к учителю при продолжении рисунка через логическую связь. Означает ли это, что уровень их логического мышления является низким? Не знаю даже, как ответить. У нас упражнение больше не связано с логикой, а с ассоциациями. То есть А, то, что приходит в голову, просто приходит. больше. И для того, чтобы он мог нарисовать или раскрыть то, что у него внутри. То есть если мы будем думать, что такое логика, логика — это искусственное мышление. Человеку не свойственна логика, ее надо учить. И когда-то логика был один из основных предметов в школе, но Мгм. сейчас у нас логика пропала. Не знаю, по какой причине. Может быть потому, что думают, что все учебники написаны логически, так мы автоматически учим детей логике. А то, что дети обращаются к учителю, может показывать его или ее неуверенность, что она все время просит одобрения. Дай мне одобрение, дай мне то. Мгм. И ключ в том, что когда просят одобрения, они как будто просят, дайте нам правила. С одной Да, стороны, да. дети привыкли к правилам, а с другой стороны, если мы хотим развивать творческую сторону, или если мы хотим помогать им с эмоциями, не должно быть правил. Потому что правило говорит, что а вдруг мне не получится по правилам. Ну, Мгм. такое внутреннее. И поэтому здесь оно очень произвольное.
Но можно, когда развиваем творческое мышление, что мы показываем, что вот, если мы так сравним, сколько времени занимает детям рисовать. И у кого-то очень быстро, у кого-то медленнее. Но Мгм. тот, у кого очень быстро, чаще всего очень поверхностно, потому что очень быстро. Мгм. И тогда это очень быстро вы можете свести, что ассоциации у них будут одинаковые. Ну, там какая-то похожая на муху, на какого-то Насекомого? да, на какого-то насекомого. Все хорошо. Только в этом случае, что особенно взрослыми так получается. Вот если дать всем учителям, так кто боятся рисовать, они очень быстро нарисуют из первой ассоциации, с первой поверхностной ассоциации. И тогда Мгм. это показывает, что человек, с одной стороны, он не вглубляется, он не идет глубже, и тогда он Мгм. берет то, что на поверхности лежало. И в этом случае мы собираем картинки, показываем, какие картинки одинаковые по, Мгм. по форме, по сути или какое первое. И просим потом еще раз нарисовать, уже пойти глубже. Мгм. Но То это есть, так. то Это есть когда сначала развиваем Нет. творческое мышление, то То есть есть примеры можно творческий показывать, интеллект. да? образцы. Образцы можно показывать? Не, образцы не показываем. Не Мы показывать. просто показываем то, что в классе. Мы собираем рисунки, которые получили с класса, и смотрим, сколько А, похожих, все сколько хорошо. отличается. Ага. И Мгм. те, которые похожие рисунки, значит, ну, нам значит, что эти люди друг друга будут понимать, потому что им приходят одинаковые образы, они похожие и Ну да, у легко нас было разговаривать. такое, что, допустим, цветок из цветка, пчела, из пчелы мед, и рисовали там 3-4, да, ученика у нас рисовали одинаковые. Да, но это вы теперь рассказываете про ассоциативный ряд. Да, Да-да. да. И Теперь это следующий вопрос. упражнение, да, только я хочу сказать, с ассоциативным рядом, вот в чем суть упражнения. Каждый, когда говорит свою ассоциацию, мы можем посмотреть, как ассоциация ходит. И у кого-то ассоциация мед будет приятная, а у кого-то неприятное, потому что у Да-да. кого-то выводит на то, что сладко, а у кого-то выводит на то, что больно. Мгм. И Мгм. это для понимания, что всегда не будет единого мнения. У кого-то приведет ассоциация к боли, а у кого-то к радости. Мгм. Мгм. То есть это для нас самих даже. Мы говорим, мед, смотрите, как хорошо, а кто-то плачет. А Да-да-да. почему плачет? Потому что его там укусило когда-то очень больно. Или аллергия. То есть это ассоциативный ряд, это не логический ряд. Это Мгм. как мы выявляем, что это значит для человека. Всё хорошо. Дарья, к нам присоединился наш директор нашей школы. Добрый день. Да, Добрый да, день. который Приятно вас поддерживает видеть. нас все время вот именно конференции ВОЛС. Вот с его стороны была очень большая поддержка. Хотели вот лично вас познакомить. Ну, с вами Спасибо, спасибо, все хорошо. Удачи. Хотели еще спасибо. другой вопрос. Сколько времени должна составлять пауза между сессиями? Нужно ли проводить одну сессию без перерыва в течение одного дня? Или можно выполнять задания поэтапно, разделяя их на Мгм. части? То есть здесь имеется в Э, виду в течение недели или пау- месяца. Мгм. Да. Э, Наше предложение, что пауза должна быть между неделю или месяцем. Между неделю и месяцем. Мгм. Между сессиями. Между Да-да. сессиями. Не меньше, да, не меньше недели, не больше месяца. Месяца, да? Потому Мгм. что в течение недели там в голове идет процесс. Мгм. Теперь Мгм. сессию лучше делать целый день, один день, потому что Мгм. нам нужно, чтобы мы вышли на определенные Цепочка чувства там и есть такая. энергетику. Да, то есть, если мы их разделяем на куски, один день одно, другой другое, мы не выходим на эмоциональный уровень нужный.
Мы Да-да. тогда делаем упражнения, что-то происходит, но мы не выходим на нужный эмоциональный уровень. То есть это как бы мы предлагаем, что это был бы проект-урок. Мгм. Проект-урок по творчеству. И Мгм. название это «Творческий урок». И не знаю, как у вас, у нас, например, в Литве в школах популярно пятницам иметь урок-проект. То есть дети выходят на природу или что-то, и весь день посвящен какой-то, это называют еще интегрированный урок, когда Мгм. все предметы, они тематически связанные. Мгм. У Такое нас, вот. видите, в Казахстане государственные школы, вот мы работаем в государственной школе, и у нас вот нету таких уроков. У нас Наверное, есть да, скорее всего, единственное, из частных. в понедельник первым уроком классный час, и то он длится 45 минут. Да, я Мы понимаю. нашу сессию проводили, ну, так как мы являемся учителями-предметниками в этом классе, вот мы как бы свои уроки чуть-чуть вот так назад сдвигали, ну, хотя это нельзя было сделать. Но чтобы провести урок, вот у нас, мы с Гульназар Назаровной, 2 своих урока вот, в течение 90 минут, ну, иногда бывало, некоторые сессии мы не успевали, но в сжатой форме, Да. да, в Это сжатой форме, и мы как-то вот мы поэтому спрашиваем, что можно ли сессию вот эту как бы поэтапно, ну вот, допустим, в видите, одной это сессии 4, допустим, задания, вот, можно ли его как бы, Частям да, разделить. по частям разделить и на всю да. неделю его как бы Разделить. растянуть? Видите, как с чем это связано? То есть мы хотим же вызвать эмоциональный или чувственный слой Да. и с ним проработать, чтобы мы могли вывести там на страх или вывести на какой-то внутреннее познание разных чувств. И тогда у кого-то, может быть, дома плохо, и это там тоже будет отражаться. У кого-то, может, травма, у кого-то, как вы говорили, спецпотребности. То есть оно очень разное. Мгм. И ключ это последнее, когда они рассказывают друг Да. другу. Не учителю, а друг другу. И этот круг занимает больше всего времени, по сути. И все зависит от величины класса. Ну, сколько Детей в детей. классе. Дети. Мы делали обучение со всеми психологами Назарбаевских интеллектуальных школ. Мы с ними прошли весь курс обучения и все вместе делали. То есть они все упражнения делали как дети. И прошло через это 80 человек. Может быть, в Назарбаевских школах может вам посоветовать, каким образом. И чтобы не уходить от куррикулума школьного, Да. можно посмотреть, какие Учебный план. предметы в то время там по разным предметам и связать их. И тогда можно один день сделать, все уроки мы проходим, только с разных углов зрения, можно так сказать. Да. То есть интегрировать, да, и другие уроки. Да, то есть Вы это имеете такой в виду, да? интегрированный день интегрированных уроков, как Да. называется. Мгм. Мгм. Получается, И, вот и предметы. если возьмем международный бакалавриат, у них так день и проходит, что это весь день интегрированный, все темы крутятся вокруг, и для них это легко делать такой урок. Мгм. Когда школа, скажем, классическая, 45 минут, 45 минут, 45 минут, тогда возникает, конечно, связь, а как с другими учителями договориться, что мы проводим такой день. И если это делать раз в месяц, получается 5 месяцев, то есть цикл, 1 год, и Да. прошли такой цикл. И Мгм. тогда, по нашей идее, это мы можем делать 3 раза в школе. В начальной школе, потом в средней, и потом просто уровень задач поднимаем. Если там малыши, мы идем через сказки, дальше можем через фильмы, Да. дальше идти через, то есть биологию включать, познание биохимии мозга, потому что Мгм. то есть по каждому возрасту можно выйти на их уровень, именно то, что происходит внутри нас. То есть задание Биохимия, можно физиология. адаптировать. Задание Да, можно да. адаптировать под старший класс, да? Мгм.
И с назарбаевскими школами мы так делали, потому что там были и методисты, что мы идем через уроки начального класса, Мгм. начальной школы, и они приходят на следующее занятие с идеями, как это адаптировать к Для взрослым, старших классов. более взрослым. Да, Мгм. какие предметы взять, потому что методисты, они же знают предметы, знают куррикулум, и они тогда подбирают именно ту тематику. Такое. Мгм. И Хорошо. третий я не прочитал, извиняюсь. Что было у вас номер 3? Ага. Теперь Да, да. следующий вопрос. Во время второй сессии, Первая Мгм. сессия. да, первой сессии при обсуждении вопроса, зачем в природе существует страх, учащиеся начальных классов не могли активно участвовать в обсуждении и Ага. затруднялись выражать свои мысли. Означает ли это, что такие обсуждения Да, лучше я прочитал. проводить только в старших классах? Или как правильно организовать их в начальной школе? То Мгм. есть То есть, смотрите, это обсуждение про кошку, зачем которая видит, природа создала страх, да? да, кошка, которая видит собаку, если так, То там, есть они сперва изобразили, показали образ кошки, испуганной кошки, собаки, затем должны были обсудить вопрос, почему природа создала страх. И многие дети, так как это, может быть, маленькие классы были, не смогли активно участвовать в обсуждении, то есть не могли выразить свои мысли по поводу этой темы. то есть, Как их смотрите, адаптировать? вам хорошо бы видеть, кто трудно выражает, и, Да-да-да, и то тогда есть поня- в и маленьких понимать, классах. что дети, может быть, травмированы, что у них внутри может быть страх. То есть, травмированные дети, если особенно психологически травмированные, ну, скажем, если там дома бьет или какие такие были, они никогда этого не расскажут, потому что это травма, это блокируется. И поэтому, если они видят, как другие дети показывают, и вы рассказываете, и показываете, что вот на природе страх помогает выжить, да, то есть убежать, или там уже, если негде бежать, так-то драться, или защищаться. Так этот пример других детям достаточно. Нам не нужно, чтобы каждый Да, мог четко выразить. выразал. Просто мы идем через это упражнение, чтобы эту энергетику, чтобы разыграть. И вот Да-да-да. тут одна из самых трудных задач — разыграть детей. Потому что, с одной стороны, учителя боятся, что они начнут беситься, да, а с другой стороны, нам нужно их разогнать. Нам нужно, чтобы они активно играли кошки. Только тут задача, чтобы они все играли кошку, которая нападает. Все играют кошку, которая защищается. Не делить детей на две группы: один нападает, другие защищает. Нет, весь класс. То Мы есть, теперь кошка, которая нападает, бежим, все Мгм, да, бежим туда, согласна. все обратно. И вот Вы, это вы, значит, дает неправильно организовали эмоциональный... вот это упражнение. Мы их Да, разделили у на нас... кошек и собак и а, друг на друга нападали. Чуть-чуть так, неправильно. в следующий раз Да. никогда не разделяйте, потому Всё что хорошо. это мы как будто уже сами создали конфликт. Ага, А видите. тут нам да-да-да. нужно, чтобы они почувствовали эмоцию, что вот мы теперь Мгм. агрессивные собаки бежим к этой стене, тогда обратно. А теперь мы собаки, которые боимся. Да-да. Давайте все. То есть все вместе, не друг против друга это. Мы Нам, наблюдали, что когда учитель вовлечен в процесс и сам входит в роль, ученики более раскрепощенно себя ведут. да, 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 и да, это правда. да, И и это самая мы, трудная задача для учителя. Войти в ну, роль. ну да, потому что мы, ну как, одну сессию, допустим, я вела, другую Гульнас вела, вот, получается, на моей сессии я полностью с ними подключалась, а Гульнас просто говорила. А потом мы поняли, что дети, когда больше показываешь, им наглядно уже показываешь и сама входишь в роль, они больше раскрепощеннее становятся. Вообще самая удачная сессия, это была первая сессия, когда вот, и мы у учеников обратную связь брали, и вот они говорили про то, что вот агрессия, это что-то значит, да, что у них первая сессия им больше понравилась.
Да, потому что мы начинаем говорить про то, что было все время запрещено. Мгм. Уже нельзя быть агрессивным, правильно? Такой запрет. И дома Мгм. нельзя, и в школе нельзя. Оно же проявляется, Мгм. оно же выходит. И вот вы им позволили вдруг, как это, побеситься. Да. И это первая сессия очень важна, исходя из этого, что они начинают, им это нравится, и Мгм. доверие включается, эмоциональное доверие. И потом они ждут такого урока, говорят, вот мы опять будем шалить. И Но это не самое, совсем правда. Но- беря у детей обратную связь, мы заметили, что пятая сессия тоже такая, ну, как бы, все дети Продуктивно. продуктивно, как бы, работали, и все раскрылись, и даже мы заметили, что у нас была девочка, которая очень скрытная была, Лера. Она вот на Ага. пятой сессии, она уже начала поднимать сама руки, говорить свое будущее, вот мы как-то Да, это... начала свободно Очень выражать свои интересно. мысли, да. То есть она была замкнутым Очень ребенком, интересно. закрытым, и Мгм. уже на последней сессии она начала выражать свои мысли, да, про свою будущую жизнь она нарисовала, свою будущую Мгм. профессию. Теперь еще один вопрос. А Да, следующий вижу. вопрос. Да, во время выполнения четвертого задания второй Ага. сессии рисования каракулей некоторые учащиеся не смогли обнаружить элементы страха в своих рисунках. Даже после Видите, повторного выполнения задания им это не удалось. Следует ли в да, таком случае видите, продолжать предлагать а, рисовать? и там и описали технику, что тогда глаза нарисовать внутри. Мгм. А, Страшные глаза. да, То ну есть он не страшные глаза. видит, не видит, не видит, и тогда пускай нарисует страшные глаза Вот они в этом рисовались. каракуле. Ага. А Рисовали можно страшно. обратно? Да, можно обратно. Обратно. Да, вот здесь. Вот это пятый, это следующий. Здесь вы попросите страшные глаза, чтобы нарисовал. Можете даже дать, чтобы рядом сидящий нарисовал страшные глаза, и потом он смотрит уже, чтобы рисовал дальше. Конечно, каракуль не обязательно каждый увидит, но если есть глаза, будет предмет. То есть сначала Хорошо, надо... следующий. Мгм. Да, говорите. Нет, вы предлагаете сперва нарисовать страшные глаза, да? Тем, кто не видит. Тем, Если кто не он видит. А потом не сверху видит, можно уже каракули, да, рисовать? не-не-не, в каракуле, а Мгм. потом в каракуле в любом месте нарисуйте, вы попросите, что он нарисовал в любом месте страшные глаза. Ага. Или коллега, учителю не надо там присутствовать, или другой какой-то рядом сидящий ребенок, чтобы он там нарисовал какие-то глаза. И когда Мгм. только есть глаза, он уже теперь... А, то есть глаза должны быть, это, очень худые, Мгм. глаза должны быть эти. Да, да, Они он должен помогают. Да, быть. да, 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 да. да. Глаза Получается, помогают увидеть. Когда есть глаза, он увидит какой-то предмет. Что да, там то, что будет, они нам не уже так создали. важно. Нам Мгм. лишь бы... Мы- Да, да, Наш, да. наша задача, как есть глаза, он рисует что-то. Мы спрашиваем, что это, что за страх. Ну, так, ну, страшные глаза, что за страх? Он рассказывает. Это не значит, что это его страх. Нам этот рассказ нужен. И тогда он просим его нарисовать себя. Вот Мгм. так, где он там? И когда будет вот какой-то объект страха, он в последнем круге просим его рассказать историю, что там происходит. Не с ним, а в картинке. Да, да, да. И это ключ, чтобы мы не... Тогда ему безопасно рассказать, что он там видит. И это идет, как с одной стороны, другие дети слышат, мы делимся чувствами, у всех есть страхи. С другой стороны, он рассказывает, что там происходит, и мы туда не лезем, потому что тут идет лечебный процесс. Мгм. Как только все дети рассказывают про свои чувства, в классе начинает взаимопонимание расти. То есть Мгм. трудно обижать друг друга, потому что мы все раскрылись, эмоционально показали. Надо там Мгм. как-то к этому подходить. Мгм. Ну все хорошо, мы для себя там это, Мгм. мы запись экрана сделали, потом еще Да, прослушаем. да, Да. Хотим еще раз хорошо. повторить сессию. Так, следующий. В течение всей 5 сессий двое учеников в классе постоянно использовали черный цвет в своих Мгм. рисунках.
Что это может означать? То есть был Ну, один ученик, где вот прямо где он героя своего рисовал или себя в Черным. нынешнем Да, состоянии. мы там, когда в четвертой сессии там был рисунок, когда рисуешь самого себя и каким ты его представляешь. Он как представлял себя в разноцветных рисунках, а сейчас он представлял в черном, во все черное одетый. ну, главное, самое важное, что он расскажет. Мгм. Почему такое, что это. Мгм. Иногда бывает, что с вечера видел какой-то фильм, страшилку, и на другой день ассоциация приходит. То есть, может быть, какая-то ассоциативная связь с вчерашним днем, Да-да. а может быть, что-то другое. Но главное это не интерпретировать, а выслушивать, что они говорят. И если что-то происходит, просить других детей комментировать. То есть дети детям советы очень хорошо, а учитель ребенку совета это плохо. Хорошо. Все хорошо, спасибо. Плохо, Вот, плохо в кавычках, потому что мы затрагиваем эмоциональное поле, всё хорошо. где не то, что мы учим, мы затрагиваем для того, чтобы они выразили, друг друга лучше поняли. А вы, как учитель, заметили, нужно ли кому-то помощь. То есть это как бы селективно. Кому-то нужна помощь, может, психологу, может, что-то, но это не значит, что нам лично нужно туда внедряться. Хорошо? Ну, Это мы чтобы мы учителя настроили, предметники. да, настроили общий фон, чтобы дети стали дружелюбнее, чтобы они понимали друг друга чувства, чтобы они раскрылись, и тогда заметит, кому нужна специализированная помощь. Вот такой вот ключ. Хорошо, спасибо. Мы Но это просто отдельно учителя уже. предметники. Мы прочитали вот ваш там Азаз Шахтар Шемелар, вот эту книгу, и заинтересовались. Вообще занимаемся в этом стадии, конечно, изучением урока, но в этом году мы у своего тренера попросили, я говорю, а можно мы вот по ним проведем сессии, вот, которые... Она Да. говорит, давайте, девочки, попробуйте. Вот мы попробовали, и возникли некоторые вопросы. Спасибо. Еще, Очень хорошие вопросы, очень интересные рисунки. да, Вот этот, следующий. вот этот страшный рисунок, конечно, черный. Интересно, как бы рассказывал. Там по-настоящему страшный Да, да, это, знаете, или... нарисовала девочка У Алена. которых и вот Да, эти два рисунка это девочка, у которой очень выраженная агрессия. И почему-то, знаете, мы Ага. заметили, что у нее все время на рисунках, когда защитника она рисует, когда все связано с животными. То есть ей Мгм. самый плохой день, когда там кошка умерла, потом Ага. мой защитник это вот собака ее, да. Вот все время связано с животными. И когда Ну, комментировали, может быть... вот первый рисунок, Мгм. она комментировала, что это ночь. Там такие руки, держит лицо. Но второй рисунок смотрю. Да, второй. М, должны быть Да. какое-то существо нарисовать. И вот эта девочка нарисовала Алену, которая вот с выраженной, с высоким уровнем агрессии в классе. Да. Главное, что она рассказывает про Да, она этот рассказывает. рисунок. Она очень Мы- активно вела себя. Вот во время Мгм. всех сессий больше всех активность проявляла она и больше всех выражала все свои заканчивается. У нас тут Еще раз. заканчивается время, по Казахстану 40 минут только Zoom. Мы можем, если вам не Ага. трудно, мы можем еще раз потом, если Да, вдруг да. закончится сессия, по этой Да, сессии конечно. все хорошо. Следующий вопрос у нас. Правильно ли использовать синусоид жизни в начальных классах? Есть ли определенные возрастные ограничения? Поскольку некоторые ученики, вспоминая моменты смерти своих близких, испытывали Да, смотрите, неприятные а это эмоции. ключ. Это ключ. Это нам и нужно. Мы не должны бояться этого, потому что у кого-то очень уже тяжелые переживания были, у кого-то. И это очень сильно объединяет класс, очень сильно помогает детям друг другу понять. То Мгм. есть главное, чтобы они рассказывают, дети слушают, кто-то плачет, кто-то рассказывает, все смеются. Это и есть терапевтическая, настоящая терапевтическая сессия. Главное не вмешиваться
отдать всем рассказать, тогда оно клеит друг друга. А вам, как учителям, главное последнее, это вверх идет или вниз? Это диагностика, да. Мгм. Если есть они рисуют, что идет жизнь вниз, ну, это сигнал. Мгм. Всё хорошо. Хорошо? Да, Сигнал. хорошо. А что с ним? Хочу И у вас в заметить, школе есть психолог? да, есть. Вот такие сессии мы предлагали, что вести, чтобы психолог присутствовал. Тогда он может увидеть, с кем ему лично поработать. Хорошо? Это как да, будто... Ну, все хорошо, в следующей сессии будем иметь в виду. Хотели бы вам еще сказать, что мы в прошлом году осенью ездили в Ташкент на Мгм. конференцию ТЭСОЛ. И тогда мы ваши сессии, ну, вот вашу одну сессию там проводили, и именно вот этот синусоид брали элемент. Учителей очень активно, да, вот всем учителям, которые там были зарубежные учителя, мы вас познакомили как автора, вот, вашу Мгм. работу, вот, и провели работу, им всем понравилось. И этот синусоид, вот в этот раз мы lesson study семинар проводили у себя в школе, тоже провели, то есть у учителей тоже так же проходит вот то, Да, что да, да. очень эмоционально проходит вот это упражнение. Спасибо Да, вам да. Потому за что идею. у всех вся жизнь всегда колеблется. И это тоже мы, как дети познают, что но нет такой жизни. У всех она колеблется. И это дает тогда такое понимание, что не у меня одного плохие Мгм. вещи встречаются, у всех. следующий вопрос. Во время третьей Мгм. сессии Видите, это все картинки нарисованы, это для вас, для учителей, Мгм. чтобы вы видели, как можно рисовать. А дети Ага. как рисуют, так рисуют. Тут нет правила. Нам главное, чтобы они делали список и Мгм. нарисовали свой символ. И тогда посмотрели Мгм. бы, как списки совпадают, сколько уникальных чувств, как Это один. символы совпадают, не совпадают. Вот у нас было во время работы женщина, когда нарисовала путь жизни, и она Мгм. сказала: вот теперь я поняла, что такое черное сердце. У нее Мгм. присутствовало вот в этих в днах или черное сердце. Говорит, а когда рисовала, я поняла сейчас, что такое черное сердце. Ну и был Допустим, очень такой рассказ. меты детям, когда они, чтобы выразить свои эмоции в виде символов, чтобы, например, когда им какие-то негативные эмоции показывать в виде вилки или ножа, например, как вы указываете в вашей книге. Да-да, это как они нарисуют, так и хорошо, потому что То есть это им как значит образец острый не надо негатив. показывать. Показывать не надо, да? Да. Не, Разбеглись. картинки мне нужно. Ага, Главное хорошо. показать то, Мгм. что книги это для учителей, а все Хорошо. Мгм. остальное, что они рисуют, Именно показывайте друг раздражение. другу. Хорошо, спасибо. Вот видите, Вот, раздражение он напишет, ему ассоциируется со вкусом. Разбитое сердце он пишет, идею пишет, вот свечка, идею. мгм, Злость пишет тут. идея свечка. В виде ножа. Да, и Злость. вы тогда можете увидеть, как совпадает. То, что совпадает, значит, у большинства это коллективное подсознание, оно нам дает такие. И Ну, у тогда с нас детьми можно обсуждать, сколько совпало, сколько вообще оригинальных, просить рассказать, а почему такое. Ну, то есть можно это... Да, пожалуйста. вот. Ну, большинство мы заметили в этой сессии, что дети рисовали смайлики. Ну, мы вот разные поставили, а вообще как бы из 10 человек, там 4, да, по-моему, да, в основном рисовали смайлики. Всё Вы хорошо. можете попросить, что лица не рисуем. Смайлики или эмоджи– Мгм. это не символы, А, это не это символы, лицо. это Да, лицо. это лицо. А, А это мы надо, значит, просим... символами, да? Значит, мы тут неправильно Да, сделали. да. Все хорошо. Потому что... Но нету неправильности. Мгм. Такого. Но вот эти эмоджи, они же их ловят, потому что это в телефоне. То есть это не творческое мышление, Мгм. это то, что все время видит. Да, да, да. Мгм. Хорошо? Ну, то есть Вот. вот эта первая картинка, она более правильное изображение, да?
Да, идея, разбитое сердце, вот она черная, да, разбитое Да, сердце да, есть. черная. Не И вот у красное, нее, разбитое на две стороны, да. вот она, нет, она там полоску рисует. Видите, девочка? И лимон Ну да, 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 раздражен, да, да. раздражительность лимон нарисовала. Все хорошо, мы Злость, да. поняли. Мгм. Так, То в есть все течение всех рисунки это 5, для вас. да. Все Да, да, рисунки нарисованы для учителя, чтобы учитель, который думает, я не умею рисовать, хотели показать, что ему не нужно уметь. Главное, то, что дети нарисуют. Ага. Мгм. Да, Так, следующее. Так, следующий. это. В течение всех 5 сессий один ученик не проявлял эмоций и при выполнении заданий на визуализацию сказал, что он не может никак ничего представить. Это был у нас Роберт, ученик. Какие рекомендации вы можете дать для развития у этого ребенка способности выражать эмоции и воображение? То есть у вас есть дополнительные какие-нибудь То есть рекомендательные? он вообще не включался во все занятия, да? Ну да, он как-то, знаете, не то чтобы пассивно, он рисовал, он выполнял, он этого своего героя нарисовал, вот как бы через вот этот, помните, бумажная туалетная бумага, там мы рисовали Мгм. своих этих героев. Да, да, да. Он выполняет, но никак не может дать, ну никак не давал, то есть он был абсолютно закрытый, что ли. И вот когда мы включали музыку и воображали, вот у вас была в 4-й сессии, да, визуализация, что он Мгм. должен полететь, потом по горам, по степям, потом встретить кого-то, и эта помощь должна была быть. Все дети воображали, а Роберт нет. Потом 2-я сессия, вот 5-я сессия, опять Гульназар Назаровна, у нее тоже было такое задание, когда вот воображение, вот и это обратно ну, как, появилось, проявлял То он. есть ему сложно было, он все время говорил, что когда мы проводили задание по визуализации, что он ничего перед глазами не представляет. Мгм. И Ну эмоции что, вообще никакие не проявляют. не верьте. Не верьте. Мы Не думали, верьте. может, мы Все. неправильно что-то сделали. Да. Не-не-не, просто он не хочет говорить про это. Говорит, да? Да. А Не вообще, верьте, что все представляют. Потому что мозг так создан, он не может ничего не представлять. Это просто он не хотел рассказывать. теперь, знаете, мы хотели бы у вас спросить, можно ли в этих сессиях некоторые элементы брать и просто так, как типа тренинга проводить в классе, либо же это должно быть систематически не нарушенное, Связанное с связанное друг с другом задание. Не, вы можете так как экспериментировать так, как вы хотите. Просто там встроена такая логика, что с- если мы возьмем страх, он блокирует другие чувства. Страх блокирует то, что я раскрываюсь и рассказываю. Поэтому мы шли через агрессию, чтобы Мгм. агрессию выплеснуть. А за агрессию всегда страх. Под Мгм. агрессией всегда страх. Нет агрессии без страха. То есть агрессия, страх, а потом уже остальное уже легче. То есть через агрессию, страх мы как будто говорим классу, у нас вы в защите, у нас все можно, все контролируемо, вы защищенные, можете выражать свои чувства. Это Мгм. как будто подсознательный ключ. Можно говорить про чувства, потому что у кого трудная жизнь или кто-то, оно блокирует. Конечно, просто вопрос.